Всем привет, друзья! Вы смотрите программу «Пропеллер». Эта неделя выдалась для нас особенно насыщенной, поэтому без лишних предисловий мы переходим к нашим сюжетам. А первый из них посвящен Дню первокурсника. Поехали! Сегодня проходил День первокурсника студентов Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента, студентов колледжа инновационных технологий и студентов филиала Байкальского госуниверситета экономики и права в городе Якутске. Ощущение шага во взрослую жизнь, когда тебе вручают зачет, когда ты даешь клятву первокурсника, что-то внутри меняется, понимаешь, что ты уже не школьник, что ты уже студент, а студент это звучит гордо. Ой, я чувствую себя такой взрослой, такая большая студентка теперь. Теперь я же после 9-го ушла, а мои еще учатся в 10-м. Я теперь полноправно могу их называть школотой, мне это очень нравится. Это же для студентов самый главный праздник, когда они вошли в новую жизнь студенческую. Они должны привыкнуть к этому всему, должны подготовиться, познакомиться друг с другом. Ну, это как бы сплочает людей, это интересно, это весело, и почему бы и нет. Просто студенческая жизнь сама по себе вещь веселая. И чтобы задать этот темп, задать общий тон студенческой жизни, День первокурсника и нужен. Будущее зависит только от вас, и оно в ваших руках. В преддверии Международной недели космоса в нашем городе проходит 3-й фестиваль конструирования LEGO Generations. Самая главная цель этого и предыдущих фестивалей – это объединение фанатов Лего, чтобы дети могли пообщаться на свои любимые темы. Очень много детей приходят с взрослыми, с родителями. Такое ощущение, что взрослые, они этой идеей еще больше заражаются. И кто знает, может быть, мы проведем фестиваль для взрослых фанатов Лего когда-нибудь. На сегодня он пока в основном детский. Сегодня я представляю коллекцию Bionicle. Это Bionicle старой модели до 2010 года выпуска. Моей самой любимой моделью является Takanova 2006 года. Это очень редкая модель, их практически нигде не продавали. И сейчас такой набор стоит в пределах 10 тысяч рублей. По моему мнению, они красивее, они техничнее и сложнее в исполнении. Самые лучшие работы – это те, которые собирают всю серию. Целый комплекс кораблей из «Пиратов Карибского моря». Вся серия Lego Friends, вся серия Симпсонов, вся серия Lego Movie. То есть очень красиво смотрятся стенды, которые насыщены полным количеством, полным собранием наборов из определенной серии. Lego Giant Truck. Их было ограниченное количество выпущено. Сама серия Model Team, сейчас она не существует. Наверное, самое необычное то, что она сохранилась. Прошло уже 20 лет фактически. Еще одна фишка фестиваля – это запуск фигурки Лего в космос. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Космос – это ведь столько простора для творчества. Лего и космос – это просто они созданы друг для друга. Основные плюсы Лего – это общение, это творчество. То есть Лего кубики, Лего детальки дают возможность построить все, что угодно, нет ограничений. Самое основное назначение Лего – это творчество среди детей.
нисколько не пожалели, что посетили этот фестиваль. Надеюсь, нашим зрителям тоже захотелось собрать собственную коллекцию Лего. Дерзайте! Привет! Мы находимся на тренировках по чирлидингу. Как молодые спортсмены готовятся к своим первым соревнованиям, мы узнаем прямо сейчас. Ой, я хочу вот так сделать. Подожди, отойди. Начала заниматься этим видом спорта в Москве. Я считаю, что для любой девочки этот вид спорта он просто прекрасен. Это умение дружить, это грация, это уверенность в себе, это отличная физическая подготовка, это стиль леди. Чирлидинг делится на несколько номинаций. Есть номинация чир, она более акробатическая, то есть там, как вы сами знаете, пирамиды, станты, трюки. Очень часто мы видим это в американских фильмах. Есть номинация «Данс фристайл». Это как раз пока то, с чего мы начинаем здесь, развитие чирлидинга в республике. Безусловно, в каждой команде есть капитан. Это человек, который заряжает команду, заряжает своих боевых подруг. Ну а так, к слову, нет. Девочки равны, девочки все. Один за всех, все за одного. Помпоны – это главный атрибут чирлидеров. Они, конечно, вот они состоят из полиэтилена. И надо очень активно работать. На самом деле работа – это нелегкая. Тренировки в физическом плане действительно очень сложные. То есть все думают, так легко выйти и станцевать с помпонами. Нет. Нет, вид спорта очень сложный, прыжковый, с элементами гимнастики. Даже в специфике моей работы, когда я работаю с командой и ставлю какие-то связки, без помпонов их делать намного легче. Помпоны какой-никакой вес все-таки имеют, и нужно прилагать куда больше усилий, чтобы смотрелось так же эффектно и чисто. Вот они. Существуют официальные чемпионаты Европы, мир. У всех спортсменов спортивные книжки, есть возможность получения разрядов. Я, например, мастер спорта по чирлидингу. В 2016 году будут проходить международные спортивные игры «Дети Азии», и мы там будем принимать активное участие. Надеемся, что нас включат в программу открытия. Мы там очень достойно себя покажем, потому что, несмотря на то, что мы вот только буквально созданы, нас уже очень много. И также, конечно, вот мы на чемпионат России надеемся. Конечно, не надеемся на то, что мы там войдем в тройку, потому что очень сильные региональные федерации, спортсмены, но я думаю, что достойно мы выступим. Вы сотрудничаете с Федерацией американского футбола? Да, мы будем выступать группой поддержки на их матчах. Мы вот совместные фотосессии проводим, совместные тренировки. Ребята нам очень помогают, вот предоставляют поле, например, для занятий, потому что нам нужна масштабность. Очень легко даются прыжки, но очень сложно дается поворотная техника, да, балетная. На самом деле мастерство и самая большая сложность заключается именно в том, что привести все это в гармонию, найти идеальный баланс. Ставить настолько разные элементы в такой серьезной динамике, на высокой скорости. То есть именно это делает программу такой насыщенной и конкурентоспособной. Show T. DJ, turn it loud and watch me turn it up. Don't worry about it, we here to party. Это суперспорт. Сборная вещь из всего. Тактики, стратегии, силы, выносливости. Выше себя надо прыгать, тренироваться, выпускать агрессию. Очень усиленная совместная командная работа. Намного больше, чем во всех других видах спорта, можно сказать, вместе взятых. Это очень, первое, травмоопасный спорт. Все это должны понимать. Это очень усиленная работа команды. Все игроки важны. Важны как нигде. It's my night, always know the golden mine. Show you the truth.
все сделано для того, чтобы защитить игрока, как меньше его травмировать. Регби ты боишься, да, без экипировки бегаешь, там, боишься что-то сломать, то все. А тут экипировка позволяет тебя, защищает, это во-первых. А во-вторых, дает тебе еще больше силы, еще больше выносливости и для игры зрелищно. Вот так. Очень усиленно мы работаем над тем, что изнутри из нас идет. Да? Мы связываем это вот именно с якутскими воинами. Каждый, кто здесь есть, это каждый воин. У нас и присутствует и знамя, и барабаны, которые пользовались давно, когда вот армию собирали. Вот эта вот духовность изнутри, наверное, то, что я давно сам искал. Хочу, чтобы каждый член команды, который у нас здесь играет, чувствовал это, знал это. Тут без сплоченности никуда. Тут появляются друзья, настоящие товарищи, которые не то, что здесь, да, мы всегда можем быть вместе. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках. Скоро состоится долгожданный фестиваль популярной культуры ЯКТ Гикфест 2015. Ждем всех 17 октября в ЦСП «Триумф». Вас ждут чемпионаты по играм, конкурс косплея, настольные игры, выставки, эксклюзивные презентации, мастер-классы, кинопоказы, аттракционы, выступления артистов, море призов и многое другое. Это нельзя пропустить. Магазин «Автоаудиоцентр» предлагает качественную продукцию мировых лидеров в области автозвука и мультимедиа для ваших автомобилей. У нас всегда огромный выбор автомагнитол, сабвуферов, усилителей, акустики, кабельной продукции и аксессуаров. Кроме того, всегда в продаже подкапотные утеплители компании «Автотепло». Также оказываем услуги по установке и шумоизоляции. Наши адреса: Вишнева 35/1, первый этаж, и торговый центр «Палладиум», второй этаж. Телефон 733-143. «Автоаудиоцентр». Твой выбор в мире звука.